как вам кажется, что приобрела Россия с присоединением Крыма? Да пока ничего. Пока одни проблемы. Дальше история покажет. Ничего не приобрела, вернула свою исконную законную территорию, только и всего. Плюсы — дополнительная экономическая нагрузка для всей страны, это то есть минусы. А плюсы — это просто хорошая зона отдыха для всех россиян, дополнительная, кроме Сочи. Хорошая, красивая земля, территория. Наш народ, который практически в большинстве своем русскоязычный, наверное, процентов на 90. Так что я думаю, только один минус. Придется потерпеть. Тяжело будет, и все. Я как-то это не чувствую, поэтому я не могу ничего ответить. В Крым я не езжу, так что извините. Вам кажется, это хорошее событие? Хорошие. Она узаконила то, что ей принадлежало исторически, вот и все. А какие-то плюсы, минусы вы видите? Есть и плюсы, и минусы. Плюс — это то, что исторически это родина наша, то есть территория наша, кровь там наших людей немерено, как говорится, поле-то. А трудности, конечно, есть трудности, потому что заброшенный край Украины был, вот и все. Теперь придется его доводить до какого-то уровня. Крым мы приобрели обратно. Вернули домой своих людей, свою землю. Все. Плюсы, минусы какие-то. Плюсы есть, конечно. Там такая разруха после украинцев, в общем-то, правительство, не люди, конечно. Там все разрушено, там уничтожено, в Никитском саду очень много чего. Мы приобрели кучу проблем, но потом опять жемчужина, как была жемчужина в Советском Союзе наша. Так это обратно будет все. А экономические трудности какие-то вы предвидите? Экономические, конечно, будут, да. Санкции, они же связаны в первую очередь с тем, что Крым мы присоединили к себе. Она вернула свое. Это был же ее Крым, наш. Цари там жили. Я бы не поехала сейчас туда, потому что там опасно. А почему вам кажется, что там опасно? Потому что там Украина рядом, они там бушуют.